Разработка и осуществление мер по развитию выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий в государствах-участниках СНГ, содействие продвижению на международный рынок научно-технических инновационных разработок, товарной продукции, а также участие стран СНГ в международных выставках и ярмарках – главные цели Межгосударственного совета стран СНГ. В этом году в ежегодной встрече приняли участие представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана. Делегацию из Абхазии возглавил председатель попечительского совета Международного культурно-делового центра Республики Абхазия Олег Барцыц. Абхазия приняла официальное участие в этом мероприятии. В ходе заседания были продемонстрированы серьезный обмен мнений участников этого крупного рынка, этих крупных форматов, которые представляются мне довольно важными и для Республики Абхазия. Я думаю, что нам стоит продолжать идти по этому пути. Нам стоит продолжать контакты с странами СНГ, со странами постсоветского пространства. А также очень важный для нас, я полагаю, формат – это участие во всех тех процессах, которые протекают на евразийском пространстве. Олег Барцыц также добавил, что Абхазия должна взять серьезный вектор движения в данном направлении и стать узнаваемой на постсоветском и евразийском пространствах. Я думаю, те усилия, которые сегодня прилагают различные структуры Республики Абхазия в своем продвижении к узнаваемости на евразийском пространстве, к узнаваемости своей продукции, своих товаров, это очень важное направление. Нам необходимо двигаться по пути к таким целям, как большая интеграция с Российской Федерацией, а также, я полагаю, это очень важно для нас, в перспективе для вступления в союзное государство, в котором сейчас два участника на данный момент, это Российская Федерация и Республика Беларусь. Я полагаю, что крайне важным и полезным для Республики Абхазия было бы присоединение к такому формату. На заседании Межгоссовета подвели итоги деятельности за 2021 год, а также согласовали план работы, перечень выставок и ярмарок, предлагаемых к проведению в этом году. Кроме того, участники обсудили ход работ по созданию выставочно-торговых центров в национальных павильонах на территории ВДНХ и перспективы их функционирования. Среди них и павильон Абхазия, где в данный момент активно ведутся ремонтные и восстановительные работы. По окончании заседания Межгоссовета Олег Барцыц проинспектировал павильон. О реставрации объекта и сроках его ввода в эксплуатацию ему рассказал руководитель службы технического надзора Сергей Баженов. Уже отреставрированы фасад и кровля здания, потолок, светильники и витражи. Также реставрируются скульптуры. Концепция использования павильона, она прошла экспертизу в Департаменте культурного наследия, и теперь под его контролем мы выполняем здесь все работы, и я могу сказать, что это несомненный успех Международного культурно-делового центра. Из тех трудностей, которые у нас были, хотелось бы отметить, что была смена подрядчика, была пандемия. Сейчас, несомненно, санкционное влияние, да, у нас идет смена материалов, смена из зарубежных поставок на отечественные, но на 95% у нас уже были закуплены и насосные группы, и электрощиты, то есть у нас все это сделано на высшем уровне, на высшем качестве. Также в павильоне будет мозаичный пол террацу, а в основном зале планируется уложить дубовый паркет. По поручению правительства Абхазии Международный культурно-деловой центр исполняет обязательства по межправительственному соглашению от 2010 года о создании торгово-выставочного центра Республики Абхазия на ВДНХ. Когда на всех значимых совещаниях, когда на всех каких-то таких событийных моментах у нас присутствует и исполнительный директор, и председатель попечительского совета. То есть это я просто чувствую плечо моих абхазских коллег, и поэтому нам совместно удается воплощать в жизнь вот эти моменты, которые, несмотря на все трудности, мы идем к логическому завершению и финишу нашего этого красивого павильона. Значение национального павильона Абхазии сложно переоценить. Международно-культурным центром Абхазии здесь уже проведено немало мероприятий, которые посетили тысячи людей. Среди них как москвичи, так и гости столицы, иностранные туристы, подчеркнул Олег Барцыц. Это и знаменитое наше участие в формате «Золотая осень», когда создавались планомерно и настойчиво создавались условия для подготовки рынка под наши товары, под нашу продукцию. Мероприятия культурного характера,
Сегодня мы приближаемся к завершающей стадии работ на павильоне. Еще раз хочу подчеркнуть важность работы, которую проводит служба технического надзора Международного культурно-делового центра. Это очень важная составляющая работы, которая призвана обеспечить высокое качество и адекватную оценку стоимости работ. Я думаю, что впереди очень большая работа по функционированию самого центра. Мы должны наполнить его реальным содержанием, и тогда этот центр будет и местом притяжения российской и абхазской диаспоры, и будет местом проведения очень амбициозных мероприятий с нашими странами-партнерами, такими как Российская Федерация, Сирийская Арабская Республика, и другими странами, с нашими братскими республиками Северного Кавказа. Я полагаю, что эту часть работы нам предстоит еще сделать вместе. Павильон номер 6 построен в 1954 году. Первоначально в нем размещалась экспозиция Литовской ССР. А с 1964 года он носил название Академия наук СССР «Химия». Совсем скоро его двери откроются вновь в статусе национального павильона Абхазии. Сейчас вот осталось по слаботочке немножко, по видеонаблюдению. Значит, из серьезных позитивных моментов отмечаю, что до конца года руководство выставки гарантирует нам ввод павильона в эксплуатацию. Значит, сейчас идут завершающие работы по внутреннему монтажу инженерных систем и уже заканчиваются отделочные работы. Олег Барцис также встретился с генеральным директором ВДНХ Сергеем Шугуровым. Обсуждались вопросы оптимизации сроков восстановления национального павильона Абхазии, а также планы и перспективы сотрудничества Республики Абхазия с ВДНХ и профильными департаментами правительства Москвы. Гугут Савардания, Абхазское телевидение.